Запустить новое водохранилище в Мику не получится только в следующем году. После половодья планы по вводу стратегического объекта для города железнодорожников озвучили в районной администрации. Площадь для накопления воды уже готова. Перспективные запасы оценивают в 1 миллион кубометров. Это раз и навсегда закроет все проблемы с обеспечением водой. Виктория Палкина побывала на водозаборе. 98, даже 99% строительной готовности объекта есть. До 100% не хватает всего лишь барьерных ограждений на плотине. Все необходимые конструкции и механизмы готовы к запуску. Осталось заполнить водохранилище. Вода поступает медленно, а потому придется ждать весны. Пока же Микунь питается по старой схеме из реки Шижамка. Но ресурсов небольшой лесной речушки просто не хватает. У нас были случаи, когда объявляли даже чрезвычайную ситуацию, когда воды в городе перестало хватать. В 2011 году в Усть-Илимской тепловой компании даже невозможно было подать воду в город. Пошла грязь, песок и так далее. Поскольку сама речка, которая питает весь город, она на тот момент стала обезвожена. В 2012-м и приняли решение строить новый водозабор. За 10 лет в проект вложили больше 200 миллионов рублей. Часть из них ушла на установку вторичной очистки воды. Запустили ее 4 года назад. Теперь ежедневно город потребляет 2000 кубометров воды, которая соответствует всем требованиям. С вводом плотины полностью решится вопрос и с качеством, и с количеством. А главное, что сама схема подачи воды станет проще. Усть-Илимская тепловая компания его забирает с помощью насосов и подает с помощью насосов на город. А здесь она будет происходить вот с этого водохранилища, когда она заполнится, вода будет поступать самотеком в их приемный колодец, и из приемного колодца также с помощью насосов они будут подавать его на город. Уже готов и новый Микуньский водовод. При его строительстве тоже были проблемы. 6-километровая нитка пересекала газопроводы и железную дорогу. Общий язык с собственниками этих объектов нашли. На полную мощность водовод заработает уже в этом году. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Илимский район.